Друзья, вот манеж Дворца спорта, прямой эфир. Сюда приехали журналисты, сейчас снимают мои коллеги. Вот, Мавлян, как дела? Может, пару слов скажешь на прямой эфир? Работаем. Вот, третий день, людей поток большой, но я думаю, мы справляемся. Врачи здесь, санитары все. И самое главное, с этой стороны мы сейчас сможете показать. Мы сейчас вот, вице-премьер-министр заходит. Здесь вот, у нас отделение будет 10 койко-мест. Это именно для кислородного подачи. Мы это делаем сами. Это Мавлян Аскарбеков, замаким Первомайского района. Так, это вот кислородная подушка, пока единственная у нас. Она заканчивается, и мы сейчас с вами же здесь заполняем. Мы опять здесь заполняем и опять используем. Сейчас, дай бог, сегодня закончим эту установку. Ребята устанавливают. И 10 койко-мест уже, вот как вы видите здесь, вот видите, выходит. Подача кислорода, пациент здесь, и уже человек будет дышать кислородом. То есть ждать концентратор кислорода, ИВЛ, других мы не стали, людей очень много, поэтому вот сейчас мы используем именно подушку, снова и снова заполняем, тяжелые больные пользуются. А сегодня до вечера я очень надеюсь, что мы закончим, и уже те люди, которым необходим кислород, могут у нас тоже получать. Во Дворце спорта? Да, во Дворце спорта. И я также могу сказать, что второй стационар мы сейчас организовываем, это будет рынок Кудай-Берген, 83-я школа. 50 мест, сейчас там Первомайская районная администрация, другие службы работают для организации всего этого. Ну, хотел бы призвать всех неравнодушных, препараты, у нас глюкометры нужны, ну, то есть масса препаратов, которые нужны для наших пациентов. А некоторые даже лекарства у нас в аптеках нет. Но работа идет. Работа идет. Спасибо, спасибо. Друзья, вот сейчас зам акима Первомайского района нам показал, что здесь оборудуется 10 койко-мест, где будет подача кислорода. Подача кислорода. То есть это для тех людей, у которых уже в острой форме идут респираторные болезни. Для них вот здесь оборудуется. Вот. Здесь сейчас вице-премьер-министр по социальному блоку. Она тоже сегодня здесь. Сейчас мы у нее попробуем взять интервью, спросить пару вопросов. Вообще, в целом обстановка по всей стране, как обстоит дело. Вот она сейчас проводит совещание вместе с врачами, которые работают здесь. Как мы видим, поток людей не уменьшается. Вот. Врачи работают, медсестры работают, капельницы ставятся. Вот. Здесь вот идет небольшой консилиум. Вот. Сейчас мы попробуем у нее спросить. Так, Аида, можно вас на пару слов? Да, конечно. На прямой эфир. Расскажите вот в целом, как обстоит обстановка сейчас? Ну вот сейчас, буквально несколько дней назад же это все открылось. Сегодня я сейчас пришла посмотреть лично ситуацию. Вот, и здесь вот сейчас аптечных не хватает лекарственных средств, потому что только одна фирма сейчас нам услуги предоставляет. Сейчас мы в срочном порядке созвонились с департаментом лекарственного обеспечения для того, чтобы они прям в срочном порядке нам обеспечили. Сейчас они обещают еще одну фирму сюда представить, потому что у нас не хватает некоторых препаратов. Вот Кликсан и его заменяющих. Гепарин. Да? Гепарин, ну и так далее. Вот, и поэтому сейчас вот они уже отправят, вот мы свели. Теперь вот нам дали полный список, да, можно? Полный список вот того, чего здесь не хватает. Вот здесь вот СИЗы, маски, чепчики. Сейчас я вот это забираю и буду прорабатывать для того, чтобы сюда поставить. Потом мы здесь увидели то, что кислородные
Здесь сейчас кислород устанавливают, да, уже вручную. Вот, и это вот очень хорошо, я прям Рады. как бы, не то, что рада, это же ну, как бы, чем бы концентраторы, да, сюда вот везти. Мы для государства закупаем концентраторы, но, представляете, не имеем возможность сейчас сюда, вот, в эти места, да, потому что у нас концентраторы следующие будут через неделю. Конечно, из этих концентраторов мы намерены предоставить вот нашим дневным стационарам, но они вышли из ситуации сами. Они вышли из ситуации сами. Здесь сейчас вот кислородные баллоны, они сейчас их подводят сюда к кроватям, да, наших граждан. И поэтому, ну, как бы, сейчас вот я уезжаю, вот это все посмотрев, да, сегодня у нас республиканский штаб, там я это все буду озвучивать, и сейчас на своем уровне я буду вот эту вот потребность прорабатывать. Отсюда я еду дальше, да, во все эти дневные стационары и в наши обычные стационары, которые лечат больных, больницы, от больных внебольничной пневмонии. Следующие шаги какие вы будете предпринимать? Потому что, ну, это вот сегодня текущая ситуация, а дальше будет развиваться. Смотрите, во-первых, этот вирус, он непредсказуемый, он меняет, он мутирует, и тем более очень много недовольств, да, со стороны вот наших граждан, со стороны общества, но вот эта санитарно-эпидемиологическая служба, она у нас уже 30 лет, да, ей особого внимания не уделялось. Санитарно-эпидемиологическая служба у нас сейчас в полном развале, и нам приходится, нам вдвойне, втройне тяжело. Почему? Потому что мы сейчас боремся и прилагаем все усилия с борьбой с COVID, но в то же время одновременно мы усиляем нашу санитарно-эпидемиологическую службу, которая просто развалена. Вот так вот. Ваши рекомендации гражданам, людям, которые еще не заболели? К людям, которые не заболели, все санитарно-эпидемиологические нормы, вот очень просится, очень прошу соблюдать. Вот. И сейчас граждане уже увидели, насколько ситуация очень серьезна, потому что некоторое время назад буквально граждане наши не верили. Да, многие даже выходили с такими призывами того, что ковида нет. Вот. Ну, сейчас мы видим ситуацию обратную, поэтому граждане наши уже поняли, насколько серьезен этот вирус. Уже мы видим, что граждане сами стали бояться вот, вируса, да, распространения этого вируса. И в то же время я еще раз прошу соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы, в особенности беречь вот, пожилых людей, детей. Ну и очень много, видите, вирус мутирует, поэтому и среди среднего возраста у нас получаются летальные исходы. Поэтому, ну, вот такие вот нормы нужно соблюдать. Со своей стороны мы делаем все возможное. Хотя говорят то, что правительство ничего не делает, правительство сидит и молчит. Мы делаем все возможное. Это касается и финансирования, выделения денег, закупки. Здесь, я же говорю, санитарно-эпидемиологическая служба, она до того развалена, что нам приходится ее заново поднимать на ноги. Закупка всех оборудования, лабораторных различных реагентов на ПЦРы, ПЦР-оборудования. В общем, знаете, очень много СИЗы, средства индивидуальной защиты, очень много средств, которые мы вообще закупаем за наши бюджетные средства. Потом, я еще хотела бы сказать о том, что говорят, куда вы дели около полумиллиарда долларов, 500 миллионов которые долларов поступили из-за рубежа, да, из-за рубежа, от наших доноров. Во-первых, в системе здравоохранения, я хочу сказать, поступило только, было выделено только 4 проекта. Один из них, проект Всемирного банка, это 9 миллионов. Второй проект Всемирного банка 12 миллионов на COVID. Третий проект АБР на 20 миллионов и проект ИБР на 15 миллионов. Но из них выделено на данный момент только 9 миллионов, на которые мы провели тендеры. Сейчас проводятся ретендеры. И буквально через некоторое время там есть свои процедуры Всемирного банка. И поступление всех тех оборудований, да, средств индивидуальной защиты и так далее, по лотам
по каким лотам были проведены эти тендеры, они только нам поступают и будут поступать. По остальным же проектам, 12 миллионов, 20 миллионов и 15 миллионов, только депутаты перед уходом нам ратифицировали. И пока сейчас это все на бумаге. Поэтому в самое ближайшее время я так думаю, что на эти деньги тоже будем закупать необходимые средства. Хорошо, спасибо. Спасибо. Хорошо. Друзья, это был комментарий вице-премьера по социальному блоку. Вот. Работа, в общем, продолжается. Как она сказала, государство, правительство тоже предпринимает меры для того, чтобы взять ситуацию под контроль. Но пока ситуация такая, что больных становится все больше. И врачи самостоятельно справляются с болезнями, с проблемами. Но, слава богу, государство тоже начало включаться в этот процесс. Вот. Но все еще впереди. Держим дистанцию, носим маски, заботимся о близких, о родных. Друзья, буду включаться в прямые эфиры на связи.